Классно, что вы пришли. Да, супер, что вы тоже здесь. У нас сегодня хороший повод для встречи. Ой, сегодня ровно год, как мы дружим. Хорошо, что мы вместе ходили в летний лагерь все 3 месяца. Да, точно. Девочки, это так классно, что мы там подружились, стали близкими подругами. Да. О, а вот Нуржигит идет. Привет. О, привет. Привет, девочки, что обсуждаем? О, Нуржигит вообще красавчик. Он нас так поддержал и сблизил. Да, девочки, раньше все было не так. Ну и что Акмарал и Сабина выбрали эту тему? Потому что она самая легкая. А почему? Им можно, а нам нельзя. Точно. Давай мы тоже сделаем доклад на эту тему. Думаю, наш препод нас поймет. То, что будет 2 доклада на одну тему? Надо что-нибудь придумать. Придумать. Да хоть бы они опоздали на урок. А что? Это супер идея. А как мы это провернем? Нуржигит. А при чем здесь Нуржигит? Я думаю, что Акмарал и Сабина к нему неровно дышат. Привет, Нуржигит. Как у тебя дела? Нормально. У нас для тебя есть дело одно. Какое еще дело? Нам нужно, чтобы Акмарал и Сабина опоздали на завтрашний урок. И как я это сделаю? Мы слышали, что ты крутой пацан. Если сделаешь, то мы до конца года решаем твои контрольные. Ну и тогда домашка заодно. Ага, размечтался. Контрольно хватит. Но смотри, это все только между нами. Девочки, помогите, пожалуйста, это мне хана. А что случилось? Расскажи нормально. Вообще-то нам сегодня опаздывать нельзя. Девочки, ну пожалуйста, кроме вас никто меня не выручит, я буду ваш вечный должник. Давай, говори, не тяни. К нам приехала собака с тетей Розы. Она такая умная. Я попросила тетю погулять с собакой. Она от меня убежала. Они должны выехать на выставку собак в Москву. И где ты ее потерял? Мы не видели ни одной собаки. Я его в парке потерял. Это так далеко, мы в школу опоздаем. Девочки, ну пожалуйста, мы втроем быстрее найдем. Хорошо, только давай по-быстрому. Какая кличка у собаки? Лавик. Какая-то странная кличка. Из-за этой собаки мы все равно опоздали в школу и не сдали доклад. Зато Лаура с Викой сдали, хотя знали, что это наша тема. Да, конкретно они нас прокатили. Это похоже на войну. Война так война. Акмарал, ты слышала, что сегодня училка сказала Лауре и Вике, чтобы они сдали свои контрольные тетради по математике на Олимпиаду? Да, слышала. А также она сказала, что это уверенное 1 место. А это значит, что путевки на море. А как бы хотела, чтобы не было Мали с этим морем? Да, нам нужно придумать какой-нибудь вариант. Нам нужно срочно достать этот материал, но как? Ты что, забыла? У нас же есть должник Нуржигит. Точно! Привет, девочки, мне срочно нужно списать контрольно 2 вариантов. Да ты что, Нуржигит, мы не можем дать тебе списать. Наши тетради мы сдаем на Олимпиаду, за которую мы получим 1 место. И нас отправят на море. Во-первых, девочки, в свое время вы обещали мне списывать до конца года. Вы что, забыли? Во-вторых, мама обещала мне купить новый телефон. А в-третьих, всплывет история с Акмарал и Сабиной. Нуржигит, нам надо поговорить наедине. Ну и что будем делать? Я даже не знаю. Предположим, мы можем не обращать внимания на его 2 условия. Но если всплывет история в школе про Акмарал и Сабину, то это будет кринж. Да, и перед нашей классухой будет стрёмно. Да, давай лучше ему дадим списать, чтобы у нас не было никаких заморочек. Смотри, завтра положи на стол учителя. Да, конечно, без проблем. Да как? Этого не может быть. Я сама не могу поверить, что так вышло. Училка сказала, что комиссия Олимпиады нашла в 5-м задании ошибку. Да как так? Мы проверяли все раз 10. И что теперь делать? Попробуем в следующем году.
Я теперь поняла, что это собака Лаурвик. Да, походу, не одна собака. Теперь ясно, из-за кого мы Олимпиаду проиграли. И вместо моря торчали в лагере 3 месяца. Это из-за вас, что мы проиграли. Это вы виноваты, мы ни в чем не виноваты. Это вы